Их работы и создатели в Казани помнят до сих пор. Эти проекты называли советским симбиозом музыки и света. Только они умели превращать свет в искусство и удивлять зрителя. Их разработки использовали при подсветке архитектурных зданий, на концертах, в кинематографе и даже космонавтике. Самый популярный проект – «Малиновый звон» для Спасской башни Казанского Кремля. Она озарялась особым светом при каждом ударе колокола. Магия, философия – все были смешаны. После они начали делиться, и вот возник голубым выделенный ряд традиционных искусств. История Прометея – это история инженера Булата Галеева. Он исследовал физику светомузыки и светозвуковой сценографии. Его проекты, которые были на стыке точных наук и бесконечного творчества, знали во всем мире. Он много и активно сотрудничал и переписывался с иностранными коллегами. И являлся соредактором американского журнала, посвященного соединению или синтезу науки, техники и искусства. Благодаря ему о советском и российском технологическом искусстве знали в Америке, потому что он регулярно описывал это в различных статьях. Должен плавать в волнах света. Я удивился, как же так? В честь юбилея конструкторского бюро накануне в Казани презентовали документальный фильм «Прометей. Поэма Казанского огня». В прошлом году его показали на международном Берлинском кинофестивале. Это большое серьезное искусство, и многие, вот если вы поедете, к примеру, спросите у итальянских искусствоведов, они Казань знают только по СКБ «Прометей». Они знают, вот для них это как бы большое культовое явление. К сожалению, у нас в Казани не так много знают про это. Для того, чтобы знали и помнили, в Казанском центре «Прометей» открылась выставка «Андеграунд на свету». Кипы научных исследований Галеева, метры кинопленки и множество самых разных конструкций. Все экспонаты выставки пропитаны историей аудиовизуального искусства. Именно здесь воссозданы макеты самых значимых архитектурных проектов конструкторского бюро «Прометея» в Казани. Это Спасская башня с установкой «Малиновый звон», цирк, чье освещение напрямую зависело от изменений погоды, и старое здание КГУ с установкой «Мерцающий небоскреб». Сейчас у нас фонд, и фонд занимается популяризацией наследия Прометея, сохранением этого наследия, архивацией этого наследия. Это небольшое помещение, но тем не менее очень с любовью и с уважением люди относятся к наследию, приходят с удовольствием и готовы приходить еще и еще. Вообще на архитектора учусь. Нам достаточно интересно посмотреть на вот такие вот эксперименты света музыкальные. Параллельно с Прометеем свои юбилеи отметили и высшие учебные заведения Казани. Авиационному институту исполнилось 90 лет, а Институту радиоэлектроники – 70. Именно на базе этих вузов и родился Прометей. Такая интересная череда замечательных юбилеев, она фактически вот сегодня определила наши сегодняшние события. У нас сейчас Прометей вырастает уже в новом формате и новой командой, и уже в форме учебно-инженерингового центра, который, естественно, формируется и развивается в современных условиях, решает уже современные задачи. В дальнейших планах Прометея создание интерактивной арт-площадки, посвященной истории конструкторского бюро. Сирина Сахапова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.